Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумы дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения «За рубежом». Сегодня у нас очередной выпуск нашего исторического цикла о башкирской истории, о том, что крутилось вокруг башкирской истории. И с нами наш любимый Азамат Агай Рыскильдин, историк наш. Салам алейкум, Азамат Агай. Уағалейкум ассалам ва рахматуллах. Имамы брак болхын. Руслан, хаумығыз милләттәштәр, хаумыз. Ассаламу алейкум, имагат. Азамат Агай, у нас долго не было наших выпусков, и, наверное, я думаю, что зрители уже соскучились. И вот мы долго обсуждали различные становления башкирской, вообще башкирского народа, откуда он появился, как он пришел на эти земли частично как он сам зародился на нашей земле, в отрогах Урала. И вот мы дошли наконец-то до самого интересного момента, наверное, о котором уже, в принципе, большинство башкир более-менее знают. И сегодня мы хотели бы поговорить о взаимодействии вообще башкир и Ногайской Орды. Многие знают, что Ногайская Орда непосредственно когда-то располагалась между сегодняшними казахскими землями и башкирскими землями. И частично башкиры входили в состав Ногайской Орды. Давайте вот поговорим. И сегодня тема будет называться «Ногайская Орда Улус Джучи. Время нашей свободы». И, ну, как некоторые говорят, историки, вообще, да и просто любители, что российские историки, а советские историки раньше так говорили, что башкиры когда-то были данниками Золотой Орды, и вот они находились в подчинении Ногайской Орды, вот, и это было якобы время такое прям бедствия. А вот у вас прям записано, что время нашей свободы. Давайте вот начнем. И первый вопрос вообще, что означало понятие «нагай» и как оно связано с башкортами? Рахмет. Как мы все понимаем, что история, это, собственно говоря, и есть представление об этносе, вот, и об идентичности и так далее. То есть, и, конечно, взгляд на историю программирует то, как люди себя сами воспринимают. И надо понимать, что тот взгляд, который идет, как мы уже раньше говорили, там где-то от фараонов, там к императорам, королям, царям, вот он предполагает политику divide et impera, разделяй и властвуй. Вот. Причем это взгляд, где вся история строится вокруг фараонов, королей, царей, императоров, ханов и так далее. Тот взгляд, который исторически исповедовали башкиры, он строится вокруг пророков, вот мир им всем, а также ученых-теологов, которые последовали за ними, и теми, кто последует за ними до судного дня. Любое возьмите башкирское шежере, возьмите любые там книги, там Абулгази, там Кадрали Джалери, Рашидаддина, вот там все строится, начиная от Адама, Нуха до Мухаммада, мир им всем, вот, и также до ученых. И исключение, и башкиры в этом отношении в своем как бы историческом представлении не были исключением. Вот. Поэтому мы как бы будем исходить из не имперской, скажем, проекции истории, которая идет там от фараонов Египта, а от авраамической проекции истории, которая идет от пророков. Это первое, что нужно исходить, да? Вот. Потому что, исходя из этого понимания, и государство, и как бы и право немножко разные. Теперь по понятию ногай. Значит, дело в том, что само по себе слово ногай, оно как бы со старо-тюркского, монгольского означает слово кушук, щенок. Как мы уже говорили на предыдущих подкастах, да, что так называли, значит, носители, скажем, старой тюркской там, или, скажем так, языческой идеологии, старые культы, тех, кто отказался от генеалогической, скажем так, картины мира, от языческих культов и перешел в ислам. То есть они как бы по крови такие же всадники, такие же кочевники, так бы тоже от волка, но поскольку они стали теперь защищать этих оседлых и так далее, там, в частности мусульман, они превратились как бы вот в этих волкодавов, там этих кушук, щенков, да, как бы, ногай. Вот. Но
Если говорить о человеке Ногае, это Беклербеки, значит, в западной части Улуса Джучи, полководцы Берке хана Улуса Джучи, хана Улуса Джучи, то он был суннитом, вот он был военачальником, воевал с Ильханом Хулагу, защищал ислам, защищал мусульман, воевал потом с ханом Тахтой Муртадом, вот, и как бы это вот его имя осталось символом тех, кто является кочевником Улуса Джучи, и тем, кто, получается, исповедует ислам суннитский, вот, но при этом является кочевником тюркского происхождения в Улусе Джучи. И это имя Ногай, оно как бы стало престижным, и его носили не только, скажем так, мангыты, не только, скажем так, салджиуты, кияты, башкиры, там, будущие казахи, узбеки, кыргызы, и так, татары и так далее. То есть это было, ну, скажем так, самоназванием. И вот когда говорят Ногайская Орда, да, там действительно правящий круг, это был как бы потомки дома Идыге из склада Мангыт. Но это не называется Мангытская Орда. Орда называется Ногайская именно потому, что это общий лозунг, общий, скажем, маркер политического курса. Понятно, да? То есть башкиры точно такими же были ногаями, как, например, те же узбеки, кыргызы, сами ногаи, там татары крымские и так далее, татары сибирские. Вот. То есть, как вот в эпосе говорится, Кырымның Кыркбатары, да, в частности, в его башкирской редакции, потому что есть как бы ногайская как бы версия, есть башкирская редакция этого эпоса. Вот. То есть, ногайская версия это как бы Кастуган, у нас это записывал Мухаммедша Бурангулов. Вот. В те времена ногаями были все. Поэтому ногаи были как, получается, вот по Идель-Яику, так и по Тоболу, по Ишиму, по Иртышу. Это тоже все было ногай. Понятно, да? То есть, то есть это получается как бы как наднациональное название, Да, можно так, если это сегодняшними название словами говорить. политического курса, политической группы, политической династийной партии. То есть если раньше, скажем так, та группа, которая политические свои амбиции заявляла под флагом Чингизида, скажем так, да, мусульманина, вот, хана Чингизида, то есть узбек хана, то есть у нас правят как бы чингизиды, да, вот, и ему подчиняться халяль, потому что он сам мусульманин, и плюс он получил инвеституру от халифа, да. То есть это как бы вот те кочевники Улуса Джучи, которые сунниты, они как бы называются узбеками в честь узбек хана. Но когда лидером является, скажем так, не сам хан, а его военный вождь, как был в свое время Ногай, то вот такая вот, получается, маркировка, она обозначает тех же самых кочевников-суннитов, где правящим, скажем так, вместе с ханом, да, является его военный вождь Беклербек. Ну, в том случае был Едыге. Поэтому это как бы название Ногай, в память о Ногае. А так это одна и та же страна, просто разные династические политические партии. Разные формы устройства, скажем так, столиц. Но эта страна одна. Один улус Джучи, в нем просто есть конкурирующие, скажем так, ханские ставки, которые между собой, скажем так, воюют. То есть каждый чингизид, скажем, особенно после Замятина, да, считает, что он имеет право на что? На власть. Тем более, если есть у него опора на какой-то крупный род, на какое-то крупное племя, да, сюда. Урта мин утырган ерде урта. То есть там, где я, там и как бы столица. Понятно, да? То Мгм. есть, вот Ставка. как же мы говорили, у Ибн Батуты была кочевая арба, там большая, да, в нее 1000 человек вмещалось, там хатер, ханский шатер. Ее 40 пар быков, в общем-то, везли, да. Она на Яйляу выходила там в степи, получается, где вот Волгоград, нынешний Саратов, там, да, вот Самара, да. А на зиму уходила, получается, либо на Северный Кавказ, либо на, получается, Урал. Ну, к Стерлитамаку, например, да, вот там, где Туратау, да. Ну, там зимовать тоже можно, там в лесу как бы есть, где возможность перезимовать. Но Орда-Базар, кочевой как бы город, он как бы там, где хан, там и столица. Понятно, да? Вот, но когда после разгрома, получается, Да, Азамат Агай, вот у понятия Ногайская Орда некоторые стороны понимают по-разному. Условно, русские понимают по-своему Ногайскую Орду. Татары, возможно, понимают по-своему. Башкиры понимают по-своему. Давайте вот как понимали раньше русские
как понимают сегодня татары, понятие Ногайская Орда. Насколько я знаю, вот их знаменитая ханша Сююмбике, она как раз была из Нагаек, из Ногайской Орды. Правильно же? Вот давайте по этому немножко поподробнее. Как русские, как татары воспринимают название Ногайская Орда? Что они вкладывают в это название? Дело в том, что здесь как бы наука следует за мнением Василия Васильевича Бартольда. И вот еще такой был ученый Вадим Викторович Трепаулов на рубеже, значит, в начале этого века. Он как бы выпустил книгу «История Ногайской Орды», такой большой объемный труд. Но как бы в основной концепции он шел как бы за Василием Васильевичем Бартольдом. Сам Бартольд, конечно, он глубоко понимал тему. Вот, если там почитать его шестой том собрания сочинений, он очень хорошо разбирается в исламе и в многих других вопросах, но он работал как бы вот в последние годы при советской власти и, конечно, был связан определенными идеологическими установками. Вот. И не только наследие старой имперской школы, там Карамзина, там потом, который возрождал Гребков с Якубовским, да, вот. Ну и, соответственно, он тоже был одним из тех, кто это все закладывал. То есть они исходили из того, что религия ислам особой роли как бы в жизни страны не играла и была частным делом. Но если мы поднимаем, собственно, сами нарративы, сами источники, да, то картина прямо противоположная. То есть понятно, что в советское время там надо было указывать, что это все было не так, и там религия, скажем, отдельно, опиум для народа и так далее, да. Вот. Но дело в том, что так вот, поэтому, когда мы говорим, что российская историография идет, скажем, из того, что вот есть отдельное государство, то есть строится все вокруг ханов, то есть отдельно там Казанское ханство, отдельно там Сибирское, Ногайская Орда, отдельно, скажем, Казахская, Крымская и так далее. Они смотрят это как все разные государства. Вот. Потому что для них государство это там, где вот хан правитель, да. Но дело в том, что сам Улус-Джучи, как мы уже с вами как бы разбирали, да, он проделал достаточно большую эволюцию. И было как минимум три разные модели политических систем. Первая система, как мы говорили, это каганат, чингисизм, когда правление было по ясе. Это, условно говоря, 13 век. И даже когда Берке сам мусульманин, но все равно вынужден был в публичном праве править от имени Ясы. Но при узбеке начинается переворот и уже правится от имени, скажем так, Корана. Это с 14 века, да, от имени, скажем, ислама. Вот. Вот. Но он как бы сам чингизид. Но дело в том, что когда узбек, скажем так, умер, потом Джанибек умер, в конце 14 века началась замятня, так называемая, то есть борьба чингизидов между собой. И страна погрузилась в хаос. Там некоторые Междоусобица. ханы, да, большая междоусобица, там за год могло смениться там несколько человек ханами. То есть все стремились занять главное место, вот в Тахт-Эле, это вот в низовьях получается, и Дели, и Джаика, да, Яика. Вот. И вершиной, скажем, этой распри случилось то, что разрушительный поход Аксак-Тимура, эмира Темран, в 1391 и 1396 годах. И вот Да-да, мы его поскольку обсуждали сам, в прошлом выпуске. да, мы обсуждали, но как бы Аксак-Тимур был, получается, мюридом Мирсейда Барака, вот, шейхов такого шиитского. Вот, получается, суннитские шейхи в ответ что сделали? Они в ответ, получается, решили собрать страну заново и сделали ставку на эмира Едыге, вот, который был тоже воспитанник тариката, вот Мевлевия, скажем, из того же Хаджагон. И они потом сделали таким образом, что правящий круг правит уже не один хан один, а вместе с ним правит его военный, скажем так, вождь, его, условно говоря, породнившись с ним из дома Едыге, скажем так, и его потомки. Вот. По принципу, что Улюль-Амр, то есть правит Бий, получается, Едыге, да, при нем, получается, с ним как вместе хан, Чингизид, да, вместе, но оба они подсудны судье из сиидов, который является уляма, алимами шейха тариката, значит, ну, позже стал называться Накшбандия. Понятно, да? То есть вот такой принцип правления. И, соответственно, что получается? Когда Едыге и его потомки, значит, своих дочерей выдают замуж за чингизидов, их, получается, детей, они воспитывают в своем доме, ну, как вот у родителей матери, да, грубо говоря, получается. Вот. Потом этого отпрыска они ставят ханом в соответствующей части этого улуса Джучи. Они могли поставить его в Казани. Вот, например,
Сюинбике, да, она дочь ногайского Био Юсуфа, который по Джаику кочевал, да, по Яику. Они поставили, скажем, ее детей в Казани. Или там Хакназар, да, он сын Касымхана Казахского, да, он тоже рос на Яике у алтаутских шейхов, потомков Бия-Едыге. Потом они поставили у ханов в казахском ханстве, да, вот. Сафа Гирей тот же самый, Янели и так далее, там в Касимове, там в Крыму, в Астрахани и так далее. И вот таким образом они собрали страну заново. Уже не на принципах получается, что правит один хан, да, вот, который там, ну, мусульмане, да, но он как бы решает, он как бы, у него потому что есть еще и не мусульмане поданы, а правит уже, как бы, условно говоря, триумвират, нагайский принцип. И они собрали уже этот заново всю страну на условиях того, что общее применимое право – это фикх ханафитского масхаба. Это школа ханафитского масхаба, которая разработалась в Туркестане исторически, и которая школа, скажем так, она там развивалась, она идет от таких ученых, как тот же самый, например, Исмаил. Сахих Бухари же, знаете такую книгу, да? Да-да, конечно. Это вторая книга после Корана. Вот он сам же из Бухары, поэтому Бухари. Вот. Сборник хадисов. Да, то есть туркестанская школа фикха, политического, ну, скажем так, правления в частности, в том числе, вот, она развивалась, получается, вот в Центральной Азии, в Туркестане, потом она пришла в Улус-Джучи, вот там было сильно, но потом, когда Аксак Тимур, получается, многие ученые сбежали от него, они пришли же в Улус-Джучи, а потом после походов Улуса Аксак Тимура на Улус-Джучи многие ученые перешли там через Кафу в Анатолию к османам. Там у них такие ученые были, как Кафави и так далее. Но они из Кафы, из Крыма нынешнего. Да? И вот эта школа научная, она воспитывала османов, их лидеров, которые потомки Эртугрула. Это вот они воспитывали Мехмеда Фатиха, завоевателя. Это они, получается, это их школа, да, она обосновывала право Селима Явуза на халифат, когда он взял Миср. Понятно, да? Эта ханафитская школа, получается, потом возобладала прям у Мухаммед Шейбани, как бы взял Узбекистан сделать, потом они империя моголов, Аурангзеб тоже. То есть это школа туркестанская, школа богословия, публичного политического права. Понятно, да? И вот она была такой Да-да. же правящей и у нас на Урале. Это Урал, время вот Поволжье ногайского получается. принципа. То есть и мы тоже были ногай. Мы тоже были ногай. Более того, они, собственно, на нас и держались. Вот вопрос именно, взаимоотношения башкир и нагайцев. Если как бы башкиры это были те же самые нагаи, какое отношение у правящей верхушки было к башкирам непосредственно? Хороший вопрос. Мгм. Дело в том, что, как вот смотрите, когда у нас разные столицы, да, разные династии, ну, например, вот в низовьях Иделя и Ейка, да, там получается приближенный род к хану, это получается Мангыт, Едыге, да, но в сибирском, получается, вот ханстве, там так называемые тайбугиды, там историки спорят, и либо это клан Буркут, либо это клан Салджиут, как считал там Заки Валид Туган, либо это клан Кирейт, например, да, но это как бы не мангыты, но они тоже ногай. Они тоже ногай, скажем так, и вот там как бы тоже опора этой власти получается, мусульманской, суннитской, да, получается. Например, в Касимовском там правящий род Барын, в Крымском ханстве правящий род Ширин, вот. А в Касимовском хане там, допустим, там где-то Аргын, Кипчак, они менялись, в общем-то, да, вот, Ширин, Барын, вот. Какое отношение были башкиры? Башкиры просто заключали договора со всеми, ну, кому, с кем удобнее получается, да, на условиях икта асаба, то есть, как это говорят, вотчинное право. То есть, мы вам службу, участвуем, мы вас поддерживаем, вы в наши внутренние вопросы, не, как бы, это не ваше дело, как бы, Приз да, вот, на своей признаете земле мы наши земли хозяева, наш признаете наши земли на нашей нашими и земле во наш внутренние закон. дела не лезете. Это не ваша как бы компетенция, на нашей земле наш закон, вот, мы вам помогаем, мы вас поддерживаем, если там на вас кто-то нападет, мы вас защитим, внутренние наши вопросы на нашей земле мы сами хозяева, вы к нам приезжаете в гости. А для того, чтобы все у нас было нормально, ваших детей, скажем так, мы у себя воспитываем, вот, от наших, грубо говоря, дочерей, мы их, скажем так, потом они, скажем, как своего воспитанника, мы его поддерживаем. Понятно, да?
Вот такой как бы договорной. Если же хан себя потом начинает неправильно вести, ну, скажем так, меняет свою, переобувается, условно говоря, ориентацию, да, то начинаем как бы, мы говорим ему, ты не прав, ну, то есть сначала разбираем спор там у шейха, вот, шейх говорит, кто прав, и либо хан прав, либо народ, скажем так, если народ прав, то хан, ты не прав, и тогда народ говорит, до свидания, мы пошли к другому, или мы тебя больше не признаем, признаем другого. Вот такая история произошла с Хакназаром. То есть, когда он был маленький, он у нас как бы рос, мы его воспитывали. Все нормально. Потом, когда он вырос, его поставили там, вот, определенным казахским племенам, те там перестроились под себя, он начал воевать против нас. Но мы тогда поддержали Кучума в борьбе против того же Хакназара. Вот. Вот Вот, как бы, то вот есть, эти взаимоотношения, они очень схожи, у русских то же самое, у славянских вот этих племен было, когда к ним приходил князь, они его принимали своим князем. Если что-то были недовольны, то есть это когда еще было, скажем так, Киевская Русь, так называемая раздробленность. И тот или иной князь мог быть там и здесь. Если народ был недоволен, он мог его выгнать. Примерно что-то похожее, соответственно, у них тоже было. Правильно? нет, есть большая разница. Дело в том, что Ага. вот, В том? смотрите, если брать аналогии там с той же самой Киевской Русью, да, можно сказать, что с Новгородской республикой, скажем так, торговой, да, когда они Да-да. приглашали то суздальских, то других, скажем, князей, да, то есть как военных агентов, грубо говоря, наемных государей, да, оно могло быть там. Там, получается, был договор между князем и его дружиной, получается, и городом, который нанимал его для своей, как в качестве военных, скажем так, агентов для своих бизнес-операций. Это, ну, он наемный государь, наемный князь. Это про новгородскую. Когда мы говорим про киевскую, там ситуация немножко другая. Там, получается, они сами захватывали города и становились основными торговыми агентами, скажем, на вот торговом пути из Варяг в Греки, например, или там позже другие, скажем, да, вот. То есть они, когда работали, скажем, на Византию, там обеспечили торговлю между Балтикой и Византией, да, вот. Там договорной природы уже не было. Там в православии немножко другая совершенно картина. Там легитимация, вот царь-батюшка и так далее. То есть князь там великий и так далее. У башкир же, у них только договорная природа отношений с ханами, султанами, с кем бы то ни было. То есть сама фигура государя, она не сакральна, как таковая. Если там хан, царь, неважно кто, если не прав, значит он не прав. Мы, если имеем силы и возможность его поправить кончиком сабли, можем поправить. Нет силы, скажем так, ну, терпим, пока ситуация не изменится. Вот. Мгм. Потом все равно Хорошо. придет так, что в лучшем изменится, да. Хорошо, а следующий вопрос такой почему такой был долгий распад Ногайской Орды? Ну и вообще, когда у него был расцвет? Давайте тогда начнем расцвет Ногайской Орды и распад Но последующий. это, вы знаете, в российской историографии, да, у них там распад Золотой Орды там 600 лет продолжается. Как только она там в 13 веке как бы образовалась, да, и она вот распад, и каждый век у них распад, и так далее, да. Но вот если уж как бы подходить с других позиций, да, то вот смотрите, что показывает история, скажем так, отношений Ногаев и Башкир, да. Дело в том, что как и другие, вот, ведь история Башкирстана показывает, почему как бы мы все время там народы приходят и уходят, да, а башкорт на Урале как бы остаются. Вот. Разные гегемоны там со временем там. Когда-то были там тюркский каганат, там многие рода вошли в состав башкортов, да. Хазарский каганат, они, скажем так, ислам не приняли, поэтому от них сейчас там только историки знают, да. Ну и так более-менее просвещенные люди, да. Половцы, кипчаки там были гегемонами какое-то время там в степной Евразии, да. А где они сохранились? Ну вот те, кто приняли ислам, они оказались среди башкортов, да, большая часть получается, да. Вот, вот. Кипчаки, которые половцы, получается, да, и так далее. Те же самые, скажем, Ногаев, мангыты, они там тоже были гегемонами, но кто остался? А вот когда Узбекхана поднимали, там эти ногайские как бы, ну, рода, получается, эти, которые повторяли путь Беклербека Ногая, да, это вот Кият, Мангыт, там Салджиут и так далее, да, где они? Ну вот, например, Кият род, да, или известный там род Каи, он также тот же самый, да,
это же, вот Заки Валидуган писал, что он происходит из рода Суклыкай. Они вошли в Юрматы, но это те же самые Ногай. У нас род Мин, допустим, да, который в подъеме живет, это все Ногаи. И прочие другие тоже, это вчерашние Кабынаги, то есть это те же самые башкиры, те же самые Солджиуты и так далее, Катай, это все Ногай получается. То есть те, которые сохранились, они вошли в состав башкортов, получается. И вот Табын, это тоже как бы род, который был правящим в сибирском ханстве. И они точно так же там, ну, когда уже их, скажем так, господство пошатнулось, большая часть сохранилась среди башкир. Ну и среди казахов тоже, конечно, есть какая-то определенная часть, но большая часть среди башкир получается. То есть те, кто остается как бы в исламе, те башкиры могут принять к себе, установить с ними равные, прочные, справедливые отношения на основе мира. Они становятся частью нашего народа. Бывали там долгие времена, бывало там 2-3 столетия, там как бы вот гегемония, сложная война, там, например, у тех же самых бурзян с кыпшаками была очень там 3-4 столетия война. Потом, когда уже сами кипчаки ислам приняли и вошли в состав башкор, тогда уже помирились, породнились и так далее. Эпосы об этом есть, Бапсак-Кусак, да? Вот. Российская империя, она там с 18 века нас там уничтожает, в общем-то. Ну вот 3 столетия скоро пройдет, и посмотрим, что там останется. Я не исключаю, что, может быть, кто такие хорошие русские. Мы знаем, кто такие хорошие русские. Хорошие русские – это те, кто исповедует авраамические принципы. Вот. А те, кто там на либеральных каких-то там моделях живет, ну, они это просто новый формат империи. Это для нас не очень хорошие русские. Вот. Вот примерно так. И вот те, которые будут для нас нормальными, те у нас и останутся. И у нас таких много, ты знаешь, сколько у нас общих друзей, которых мы знаем. Но это настоящие братья, там, неважно, как их зовут там. Да мы просто там, сколько имен знаем уже. Просто называть не будем, они там, как говорится. Вот. Да, да. Давайте вернемся в историю. И тогда вот вопрос такой. Во многих эпосах, ну и вообще и советская, и российская историография, она передает такое о нагайцах, как, скажем так, лю- а, а, общности, которая давлела над башкирами, которая угнетала башкир и так далее. Вот ну, так преподавалось. И в истории многим башкирам до сих пор запомнилось, что якобы нагайцы, вот они были такими чуть ли не поработителями. На самом деле, вот вы сейчас сказали, что башкиры это и были те же самые нагайцы. И сегодняшние многие рода, и наш самый большой крупный род Табын, это те же самые нагайцы. Мин, это тоже самые нагайцы, как вы сказали. Вот ставка была у нас, нагайская ставка. Вот, есть по легенде, что ставка была на Таратау у нагайского хана. Есть исторические источники о том, что ставка нагайского хана была на месте сегодняшней Уфы. Вот. И отсюда вопрос. Все-таки, соответственно, не было никакого вот такого порабощения как такового. Но есть в истории такой момент, что когда нагайцы откачевывали с этих земель в связи с большими засухами и вообще распрями и последующими вот этими засухами, когда вот этот джут был, и они пытались увести за собой башкир. Это было добровольно или это было насильственное попытка увести башкир, особенно племени Юрматы и Мил? Ну, хорошо, давайте сейчас мы разберем. Во-первых, откуда такой взгляд? Вот был такой чиновник Петр Иванович Рычков, правая рука, помощник таких губернаторов, как Урусов, там, Неплюев и так далее, да? Вот Кириллов, он с ними служил, там, Тавтеляу, Тевкелев, это как бы вот с ними работал, Татищевым, Рычков, известный историк. Вот. Теперь, вот смотрите, вот он брал, скажем так, показания у старшины Бия рода Табын Кидраса Муллакаева. И вот у него там в книге «Топография Оренбургской губернии», там в других записях, как бы вот опираясь на эти записи, он, собственно, эти вещи рассказывает. Разумеется, он искал такие моменты, которые работали как бы на принцип «разделяй и властвуй». Вот там Хакназар угнетал и так далее. Вот.
Но это, и там нагаи были такие вот вредные, да. Но это как бы та картинка, которую они нам рисовали, которую, в принципе, можно понять, что это были династийные распри. Тот же самый Хакназар, там он как бы, ну, воспитанник, скажем, с берегов Яика, да, вот, и так далее. Да, он там поменялся, но это как бы борьба политических партий. Если мы говорим, скажем, об городах и так далее, но дело в том, что Ногайская Орда, она действительно там контролировала торговые города, которые были по Эделе, по Джаику, да, вот, и где шли как бы базары. И, разумеется, в общем, там они как бы собирали пошлины, там тамгу ставили вот, на товары, то есть на право торговать. Тамга, на слово таможня, знаете, да, вернее, таможня слово тамга. Вот. И, конечно, соответственно, сами-то в городах жили, скажем так, оседлые там, да, подданные, ясачные татары. Вот. А юмышлы, то есть вот ясаклы это оседлые, получается, да, ясак платят татары. А юмышлы, получается, служилые татары, то есть, ну, те же самые башкорты, они как бы кочевали, в принципе, они просто приходили там, сбывали свой скот, покупали что надо, брали там дань и так далее, ну, через как бы... Это города, в которых они не жили, они в которых торговали. Зачем им в городе жить, когда можно жить на своих пастбищах? Это же хорошо. Вот. Ну, вот. Поэтому города, да, то есть это были как бы города Орды, вот, ну и ставки были, да, они нужны для торговли, это жизнь, это повседневность. Вот. То есть, но они как бы, вот, и Рычков и другие, скажем, изображали это как вот гнет и так далее. Но вот когда, например, были те же самые восстания, тот же самый Урусов, потомок этого, крещенный потомок этих Бейдеге, он же говорил, да вы На там ногайских курсах. башкирцы с нагайцами один и тот же народ, разорители своего отечества и так далее, да. То есть они прекрасно знали действительно, что к чему. Вот. Теперь смотрите. Дело в том, что вот есть же у Ибн Халдуна такая вот известная формула, да, что трудные времена создают сильных людей, сильные люди создают Да-да-да. хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена. И так вот цикл Да-да. продолжается. И вот что получается, когда вот был такой поход Аксак Тимура, разрушительный, у нас в памяти сохранилось это вот Хунгы Хартай, это вот последний Сартаева рода, да, память об этом сокрушительном нашествии, когда потерпели поражение при Кундурче и так далее, да, когда страна в хаос погрузилась, получается, да, вот, но тогда же, получается, пересобрали, и вот вроде как договорились уже на принципах ислама, как бы жить, сотрудничать, и страна как поднялась, и вот первые потомки, которые были у Едыге, вот тот же самый Нурадин, его там башкиры поддержали, то есть именно как своего воспитанника, и когда там Едыге начал свои там какие-то притязания заявлять, вот согласно нашему эпосу Эдука и Мурадым, вот, мы сначала поддержали Едыге против Тохтамыша, вот, потому что, ну, Тохтамыш слишком хотел сильно править, как бы не ограничиваясь, скажем так, да. Ну, тогда башкиры поддержали Едыге, Едыге победил в битве на Ворске и так далее. Вот. Но потом, когда Едыге начал, скажем так, заявлять амбиции, башкиры поддержали Нураддина и сохранили как бы автономию. То есть, да, мы тебя правим, но ты в наши внутренние вопросы не вникаешь. Понятно, да? Вот это вот наша башкирская редакция эпоса получается. Вот. И как бы нормально жили, в общем-то, поддерживали. Потом, что в это время происходило вот в Средней Азии? Вот из рукописи Катанова был такой ученый, значит, он обнаружил в Тобольске рукопись. Шейх Бахаудин Накшбанд, вот эпоним этого тариката суфийского, да, он как бы не хотел терять учеников, которые там, ну, просто шииты порезали бы их всех. Он многих отправил, получается, вот в Сибирь, на Урал, к шейбанидам. Они как бы мусульмане уже как бы крепкие были. Вот. И практически вот тот же самый Кучумхан, он вывез там около 300 учеников шейха Бахаудина Накшбанда, да, практически в каждую деревню отправил по Куран Хафизу. Вот ты представляешь, да? В деревне появляется Куран Хафиз, ученик там шейха Бахаудина Накшбанда, да? Вот. Вся деревня там через какое-то поколение, она уже все, она уже крепкие мусульмане, правильно? И это так продолжалось там 100 с лишним лет и больше получается. И вот для чего Бахаудин Накшбанд сделал? Он просто таким образом надеялся, что
воспитают эти его ученики новое поколение, скажем, суннитов крепких, которые умеют держать в руках саблю, всадников, кочевников, да, которые приведут и в порядок вернутся обратно, получается, вот Мадер-ан-Нахр, на Амударью, Сардарью, и там порядок наведут. Этих тимуридов, которые там исповедовали, получается, все эти кривые ереси, выметут. Они так и сделали, получается. И вот они поддержали и Абул-Хаира, и Даулет-Шейха, вот Шейбанида, его сына Абул-Хаира, так называемого государя там кочевых ханов, кочевых узбеков, да. Вот. Потом, получается, они поддержали его потомку Мухаммада Шейбани. Кстати, вот Абул-Хаир, кстати, вот Шейбанид, который в 15 веке, он, получается, вот помог там к власти прийти Абу Саиду Тимуриду, потомку Тимура, который, получается, стал мюридом Хаджа Ахрора, известного такого накшбандийского шейха. Вот. И вот это вот, получается, воспитание, оно превратило этих чагатайцев в узбеков, суннитов, получается. То есть сам Тимур всю жизнь воевал с узбеками, всю жизнь как бы воевал против суннитов, всех, да, вот. Но из-за советской власти и там советской школы узбеки почему-то памятники Аксак Тимуру ставят, да, а они, допустим, тому же Мухаммаду Шейбани, который выгнал этих всех, получается, ереси, да, вот. То есть, и вот во всех этих, получается, походах башкиры принимали самое прямое участие, вот наш тоже эпос, но он в целом как бы эпос нагайского времени. Хырымның Кырк Батары, есть и башкирская его редакция. Кырда, получается, Батырлар. То есть Кырда это в степи, получается, ну вот в поле битвы, там, на пограничье там, да, они как бы расширяли пространство Даруль-Салям, то есть мира ислама. Это, получается, от Иртыша, Дуная там, до Тобола и там до Индии и так далее воевали. Там широкий фронт получается. Опора, точка опора была вот, это всадники Урала, Сибири, получается, кочевники, которых воспитали шейхи, ученики мюриды шейха Бахаудина Накшбанда. И, соответственно, тот же самый, получается, вот Кидрас Муллакаев, который вот Рычкову там докладывал, да, он говорит, что был такой Баба Туклес, который Туряхан, об этом Усманов пишет и так далее. Но Баба Туклес это вот тоже ученик, получается, вот из шейха этого тариката Мевлевия, вот. Его потомок Едыге, получается. Это все тарикат, который идет вот Ходжагон, где вот и Бахаудин Накшбанд, и Баба Туклес, Исхак и так далее. Так все-таки То есть почему это одна, откочевали нагайцы? одна традиция. Так, почему откочевали? Вот теперь мы, смотрите, они создали хорошие времена, да? Вот, это вот 15 век. Они там возвысили ислам. Что происходит в 16 веке? По инерции где-то как-то продолжается, но вот уже в середине 15 века, 16 века, извиняюсь, на следующий век, встретим, да, между Бием Юсуфом и Бием Исмаилом происходит распря. Вот. Би Юсуф, он кончевал в центре, центральная ставка была по Джаику. То есть вот от Иремеля до Каспия, да, вот кочевал, получается, Би Юсуф, Алтыульская Орда, вот, по Яику. Это центр. Правая сторона, это, получается, по Эдели, там кочевал там, Исмаил, сначала Нурадин, потом тоже себя объявил Бием. А по Эмби кочевал как бы Кейкубат, ну, третий, как бы, получается, вот, правитель. Тайбуга это вот по Таболу, по Иртышу. Это вот так Ногайская, как бы, Орда, то есть Улус Аджучи так была организована, да, то есть по ногайскому принципу, который правилось. И вот смотрите, то есть как бы реальная власть, конечно, у Би Юсуфа, но тут захотел власти Би Нурадин. Это опять же та же история повторяется, вот соперничество за власть. И Би Исмаил начинает, скажем, искать себе союзников против Би Юсуфа. И союзники ему быстро нашлись. Ну, во-первых, это оказались кабардинские, получается, князья и московский князь Иван Васильевич, который Грозный потом будут его называть. Дело в том, что к тому времени вот в Иране, как бы в Персии утвердили сефевиды, шиитская династия сефевидов, получается, да? Вот. Но у них связи как бы были с московским княжеством, там династийные связи через палеологов. Там вот Зоя Палеолог, Софья Палеолог, она тоже как бы и сефевиды были женаты, как бы там, ну, породнились в свое время с палеологами. Вот. Кабардинские князья, они оппонировали крымскому хану, получается, и вот по Дону как-то они выходили на московское княжество, и торговля у них какая-то не очень была. Но когда у них в союзник оказался Исмаил,
что получилось? Они, получается, вступили в союз московский князь Исмаил, получается, кабардинцы, и вот Темрюкович так называемый. И вышли там на Тахмаспа и Аббаса этих сефевидов. И вот этот, получается, союз, эта коалиция начала последовательно войны за Казань, за Сарай, получается, вот где Волгоград, да, за Астрахань. И в середине еще 16 века, 50-х годах они это все смогли завоевать. Как ни старался, допустим, тот Юсов там поддержать свою там суннитскую власть в Казани там через Тюнбеке и других, ну, как бы, вот с помощью Крыма, там, Сибири, но сил как бы не хватило, коалиция оказалась более, скажем так, организованной, там, все-таки торговый путь Волго-Балтийск, который организовали, он приносил хорошие дивиденды, и опираясь на этот путь, они как бы смогли взять эти города, вот. И тогда, получается, башкиры, как бы, получается, оказались по разные стороны баррикад. Те, которые традиционно по Иделе, там, ну, идельские башкорты, как бы, с Исмаилом, они верные своим обязательствам, как бы, ну вот, они как бы считали, что они воюют за Исмаила, а не за московского князя. У них как бы договор с Исмаилом, да, вот. А другие, там, зауральские, сибирские башкорты, они как бы на стороне Юсуфа, получается, воевали. Вот. Ну, Юсуф как бы погиб, а Исмаил как бы возвысился. Но как поступил Иван Грозный? Он же, получается, под предлогом того, чтобы защита от Юсуфа, в этих городах завоеванных, Казани, там, Астрахани и так далее, там, в Илийском городке, поставил там стрелецкие гарнизоны, пушки, вот, на нагайских ставках, получается, да. И как бы под предлогом того, что я собираю это все ясак для Исмаила, все присваивал. Исмаил там начал ему писать письма, они сохранились в архивах. Что ты делаешь? Вот мы же как бы это не так договаривались. Союзники. А? Ну да, мы же это все для меня как бы это все завоевывали. Тут у меня тоже там чингизиды есть, как бы, да, не только там твои касимовские. Вот. Эта дань мне должна быть, мне ее выплачивают на мое имя. Ты неправильно поступаешь. Ну, в общем, как это вот, есть такое понятие лох. Извините за мой французский. Вот. И в итоге под именем, получается, вот Исмаила или там Касимовских ханов реально, получается, всю доходы забирал и гарнизоны ставил Иван IV, его, скажем так, стрелецкие полки. Вот. И поэтому в то время еще, скажем так, в 16 веке города, вот как они были, там Уфа, там Хаджи-Тархан, Астрахань, да, там вот Саратов, Самар, как бы, да, Тюмень, Тара и так далее, это все ордынские названия. Переименовывать их стали только в 18 веке, а все это вот в 16-17 веке это все шло еще по ордынской традиции, так, чтобы людей лишний раз не тревожить, чтобы аккуратно дань платили. Вот. То есть все это легитимировались они от имени царей, как бы там ханов Касимовских, Казанских, Сибирских и так далее. Эта титулатура практически весь 17 век сохранялась. То есть они себя как бы позиционировали, вот Иван Грозный, не как установители, скажем так, нового какого-то порядка, а именно как восстановители, Продолжители. скажем, ордынского порядка. Вот. Что вот мы, как вот у нас вот хан есть, да, вот у нас есть, получается, Беклербеки, да, вот все у нас там по ордынским правилам, вот. И даже он жалованные грамоты, Иван Грозный, который писал, это все по ордынским правилам. Азамат ага, я предлагаю падение Казанского ханства перенести на следующий наш выпуск, потому что это очень большая история, очень большой такой момент, и там башкиры очень непосредственно принимали участие. И давайте вот сейчас вернемся, почему нагайцы откочевали в итоге, и на этом закончим. То есть откочевали, и башкиры стали представлены сами себе. Так вот, эта распря, она между потомками Едыги, она же продолжалась долго. И были те, которые все-таки пытались их как-то помирить между собой. Это были прежде всего сииды. Это были сииды касимовские, сииды казанские, там, бухарские и так далее, вот яихские, астраханские сииды. Они как-то пытались между собой помирить. И более-менее еще кого-то слушались. Это был последний вот Ураз Мухаммед. Ураз Мухаммед, би, который потом Едыге, с ним как-то вообще считались, еще как-то слушались его. Но когда он примерно в 1598 году умер, в конце, получается, 16 века, да, дети уже, которые выросли в этой вражде, они уже друг другом не считались. И многие, которые вот оказались там в Касимовском ханстве, да, многие из них там попозже там крестились. Вот, то есть потомки Иби и Едыге, это вот князья там Урусовы, Юсуповы,
вот, и так далее. Вот, то есть это крещеные, ну, как бы муртады считаются. То есть они уже в шижире не учитываются. Кровь у них, конечно, вот когда-то была мусульманской, но теперь у них как бы это, они муртады, все. Тело живет, а душа мертва считается. А шахиды, наоборот, у них тело умерло, а душа жива. Вот. Но это как бы другая история. То есть вплоть до смерти Ураз Мухаммеда еще какое-то было единство, да, хотя бы там традиционное, номинальное. После его смерти в конце века уже получается вот э, такое ослабленное состояние продолжалось, и вот как всегда после распри внутренней приходит внешний враг. И вот в начале 17 века пришли ойраты, из-за Алтая они перекочевали в Сибирь, потом они, получается, они тоже как бы легитимировались как э, под властью джучидов, там породнились с Шимханом, потомком Кучумхана, сыном Кучумхана, да, и как бы тоже претендовали на то, чтобы собирать ясак, точно так же, как Ногай. Вот мы Ногай победили, разгромили, давайте теперь нам платите. Такой Тайшал Руслан, как бы их бег, получается, требовал. Но башкиры как бы не купились. Они не купились, когда им начали там из Казани, из Касимова предложили в качестве хана Семена Бекбулатовича. Были такие же вот. Иван IV там ставил же Семена Бекбулатовича. Но башкиры сказали, Да-да-да. он крещеный, он нам никто. Вот. Там не Петр Ордынский и так далее. Да и Ермак тоже нам никто, он крещеный. Вот. Поэтому как бы они поддерживали в основном Кучума. Это как бы он сам был, э, знал Коран наизусть, он был последовательный суннит. Вот. Поэтому, когда пришли калмыки, там тоже разделились. То есть, поскольку у них там Ишим, сын Кучума, там Табыны, например, поддержали Ишима, да, и его союз с этими, с ойратами. А роды Айлея, Сынрян, например, да, вот Катай, да, они не стали терпеть, они просто ушли в этом, из Сибири пришли к Уфе и начали Уфу защищать, получается, от Ишим, от Кучумовича, от того же, скажем так, войска этого айратов. Вот. И тогда они заключили договор с Алексеем Михайловичем. Туда романы уже появились. Вот. Ну, выгодно, как бы им нужен был город для тыловой опоры, получается. И они сыграли решающую роль в защите Уфы от, получается, вот Кучумовичей. То есть башкиры опять оказались по разные стороны баррикад. Понятно, да? Вот. А Ногаи до этого потерпели поражение от калмаков, от айратов, получается. Айратов называли калмаками, потому что, ну вот мы говорили, да, кто на прямом пути, тот Тура Юлда, а кто, Чужой, получается, чужак. артта Да. қалды, кто остался. Қалды, калмак деп йөрген, олар как бы, ну, язычники, одним словом. Да. Калмактар. А те, кто оказался из бывших суннитов, ну, из таких же суннитов, как они, но оказался под их властью, их как бы черным как бы карахалык, они оказались там каракалпак. Каракалмак деп болып қалды. Вот, понятно, да. То есть вот, потому что там, ну вот, там, где власть как бы айратов было, вот калмакское, айратское ханство Таргаутское, это вот, там много оказалось на самом деле нагайцев вчерашних, они там, э, им имя поменяли на, получается, Каракалпак, а другие, которые нагайцы откочевали там большая часть в Крым, Козы и Орда, они именно Нагай сохранили. Но значительная часть оказалась там среди башкир, очень большая часть оказалась среди нагайцев, часть, которая, получается, вот в казаки подалась, в русским. То есть это вот в эпосах сохранилось такое название Орман Бедби Ульгенде, Ногай Онсан Бюльгенде. То есть когда многочисленный народ Нагаев распался на там 10 и больше частей. Вот после смерти это год великого бедствия. То есть геополитическая катастрофа второго тысячелетия это не распад СССР, это всего лишь эпизод по историческим меркам. Это действительно распад Улуса Джучи. Когда все вот эти вот раньше, то, что были вместе эти орды ханские, которые там против общего врага воевали вместе, ну просто врагов мало было, между собой чаще воевали. Вот, но там шейхи, сииды их как-то мирили. А вот тут, получается, когда пришли ойраты, это как бы Улус-Джучи, собственно говоря, разбило. Поэтому, начиная с начала 17 века, после нашествия ойратов, калмаков, собственно, Улус-Джучи распался. И тогда значительная часть нагаев оказалась среди башкир. Вот, то есть мы как бы там заключили договора, в том числе и с касимовскими и другими, скажем так, э, ханами. Ну, у нас как получилось? У нас те же самые, когда говорят, там, Татигас там заключил там с с этим Иваном Грозным там эти
жалованные грамоты принял. Но жалованные грамоты, понимаете, они-то эти принимали, это как бы так, декларация, вот Иван Грозный говорит там, вот, дарую вам все вольности и так далее. Это декларация, типа, берите, суверите сколько можете, да. Они эти запасливые башкиры эти в сундуках хранили, этих работы. Когда нужно было приехать в Казань, там, поторговать, да, или там в Хаджи-Тархан, Самару, они вытаскивали их, вот, получали право на торговлю, да. Потом в сундуки складывали, уходили там, когда надо, доставали там сибирским ханам и так далее. О, Азамат встречные Агай, клятвы, шерти, они не давали до давайте середины 17 века. вот этот очень важный момент истории, так называемое принятие башкирами подданства Московского царства, это оставим на следующий. Хорошо. Заканчивая, давайте вот нагайцы ушли, то есть основная причина это разгром от калмыков. То есть Да. и междоусобная распря, начавшаяся. И вот какой Сначала урок распри, мы, потом уже да, потом мы калмыки. вот, Это как да, наказание, понимаете, от Всевышнего приходит, когда начинается распри, потом обязательно появляется внешний враг. да. И вот, тогда последнее. Какие уроки мы должны извлечь вообще из ногайско-башкирской истории? Ну вот основной как раз и урок. Точно так же, когда чингизиды начали между собой, скажем так, вроде как хорошо приняли ислам, там мусульмане, сунниты их в Улусе-Джуче перевоспитали, сделали их, скажем, нормальными мусульманами, да, и страна расцвела в Улуджуче, начиная с Узбекхана и дальше, да. Но потом начали между собой чингизиды, скажем так, воевать. Страна погрузилась в хаос. Ладно, потом шейхи, ученые, уляма как бы собрали страну заново по нагайскому принципу. Вот. Но прошло там буквально столетие, и эти же потомки Едыге, который был, скажем так, воином на службе, скажем так, ислама, да, они начали воевать между собой, Юсов и Исмаил. И Исмаил там оказался втянутый в вражеские коалиции. И вот эти вот распри между едигеидами привела к тому, что страна пришла опять в хаос, в распри. Вот. И не замедлил появиться внешний враг, это прежде всего там, ну, как бы московское государство, оно просто там реки захватило, там, но степи были как бы за кочевниками. Вот. А когда пришли уже калмаки, вот тогда пришлось очень плохо, и тогда башкиры отступили в горы, а как бы вот степи, как бы пришлось на какое-то время уступить. Но мы как бы, для нас горы это тыл. Это вот дальше гор уже хода нет. Вот. И калмыки как бы дальше прошли там в низовье, получается, Идели Жаика, там логистический центр. Они там, собственно говоря, и установили свое калмыкское ханство. И вот там уже Тахт-Элит, тронный как бы центр Улуса Джучи, он как бы был разгромлен. И тогда башкиры были вынуждены, для того, чтобы хат сделать, да, они были вынуждены ехать в Среднюю Азию, получается, да, ну, в Центральную Азию, там, ну, в Туркестан, потом в нынешний Пакистан, и потом морем добираться до Аравийского полуострова. А раньше прямая дорога была через Хаджи-Тархан, получается, потом на Крым, потом по морю до Стамбула и там по морю там до Аравийского полуострова и там хадж делали. А вот теперь из-за того, что получается вот э, московское государство, там калмыцкое ханство, получается, шииты, получается, Персии, дорога получалась к такой кружной такой. Мгм. На этом давайте тогда закончим. Я предлагаю следующий выпуск уже поговорить 17 о век, да. падении, да, падении Казанской, вообще падении ханств, вот уже более подробно Казанского ханства, как оно происходило. Ну, в дальнейшем там было Астраханское, Азовское ханство, а, Сибирское ханство. И насколько правдив вот этот момент в истории, который так любят, скажем так, говорить об этом русские, о том, что башкиры приняли подданство московского государства, насколько он верен, и вот об этом тоже поговорим, потому что это очень, я считаю, что очень серьезный такой разговор, которому нужно посвятить отдельную тему. На этом все Я рад. на сегодня. Спасибо большое, Рахмат Хедге Азамат Агай. До новых встреч. На этом все. До свидания. Имин Хаубулов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.